США хочет активизировать отношения с Таджикистаном, но это уже вышло обеим странам боком. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан выразил протест США и Байдену. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикский МИД вручил ноту протеста американскому послу Джону Марку Померайшайму после слов президента США Джо Байдена. Американский лидер сказал, что страшный эпизод эвакуации американцев из Афганистана, когда люди цеплялись за шасси улетающего самолета, мог бы повториться в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана. Подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства, говорится в документе. Байден упомянул Таджикистан во время выступления в защиту вывода войск из Афганистана. Он вспомнил об афганцах, которые погибли, пытаясь покинуть страну, и предположил, что нечто подобное может произойти и с таджиками. Если бы мы были в Таджикистане и выкатили военно-транспортный самолет С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, вы бы получили людей, висящих в нише шасси, заявил глава Белого дома. Как вы относитесь к таким заявлениям американского президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но работа между этими странами все-таки ведется. Соединенные Штаты достигли договоренностей с Узбекистаном и Таджикистаном, Пакистаном о пропуске этими тремя странами эвакуирующихся с территории Афганистана американских граждан, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы работали с рядом стран, включая Пакистан, Узбекистан и Таджикистан, чтобы гарантировать, чтобы в идеале их границы в целом оставались открытыми для американских граждан, обладателей вида на жительство в США, а также американских въездных виз, которые стремятся покинуть Афганистан и которым мы, власти в Вашингтоне, оказываем помощь в этом. И у нас есть базовое соглашение со всеми тремя странами, что дело так и будет обстоять, заявил глава внешнеполитического ведомства США. Он выступил в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению ситуации в Афганистане. При этом Блинкен отметил, что администрация США намерена дать оценку роли Пакистана в поддержке радикального движения «Талибан» и событиях в Афганистане в последние 20 лет, а также обсудить, какую роль с точки зрения США Пакистану следует сыграть в Афганистане в ближайшие годы. По оценке Блинкена, в контртеррористическом военном плане Соединенные Штаты действовали в Афганистане вполне успешно. Но другая история, когда дело дошло до намного более дорогостоящих усилий, направленных на то, чтобы нанести поражение движению Талибан и переделать Афганистан. И считаю, мы дошли до той точки, когда, пожалуй, знали, как не проиграть, но были не способны в тех рамках одержать победу. Как вы относитесь к таким настроениям в США и к тому, что они пытаются скинуть всю грязную работу на Таджикистан и Узбекистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.